С подозреваемого в двойном убийстве сняли все обвинения, но он все же оказался на скамье подсудимых. Напомним, трагедия произошла 30 сентября минувшего года в гаражном комплексе на улице Химиков. 38-летний Александр Архиреев тогда ударил ножом двоих мужчин, после чего они скончались. Он во всем сознался, но следователи решили, что мужчина ни в чем не виноват, и закрыли уголовное дело. Сегодня в Московском суде началось слушание другого дела в отношении Александра Архиреева. Нафиса Минязова узнала, как оно связано с теми убийствами. А это у вас единственный сын? Да. Сколько лет ему было? 10 дней не дожил до 28. Родители одного из погибших едва сдерживают слезы, рассказывают подробности того рокового для них вечера. 30 сентября мужчине позвонили и сообщили, что их ребенок скончался от ножевых ранений. Теперь он хочет самого сурового наказания для подсудимого. Чтобы все по закону было, какого я хотел. Расстрелять, я сам бы его расстрелял, но... Однако в апреле они узнали, что привлекать к ответственности за это убийство никого не будут. Во время следствия выяснилось, что молодые люди назначили Александру встречу по поводу продажи его гаража. 4 мужчин пришли с арматурой и брызнули ему в лицо из перцового баллончика. Они были знакомы, и якобы имел место давний конфликт. В тот вечер хотели выяснить все отношения. Тогда подсудимый, испугавшись, достал нож и стал размахивать им. Ударив одного из нападавших в сердце, другого в живот, еще 2 успели убежать. Тогда он ушел и сам. Его задержали спустя 3 часа после случившегося. Во всем сознался, но утверждал, что оборонялся. Другого выхода не оставалось. По факту двойного убийства не было даже судебных разбирательств. Следователи установили, что Александр оборонялся. Однако родители одного из погибших все же хотят его привлечь к ответственности, хотя бы за то, что в декабре 2015 года он избил их сына. Сторона защиты же уверена, что это была обычная драка, быстро вспыхнувшая на почве внезапно возникшей ссоры, также быстро и прекратившаяся. Нет, они в больницу обращались, но в полицию не обращались. От проведения судебной медицинской экспертизы отказались, были опрошены несколькими полицейскими из разных отделений, везде говорили, что Хакимуллин упал сам лицом об асфальт. Это в материалах дела есть. Однако родители погибшего уверены в обратном. Судебное заседание о причинении вреда здоровью средней степени тяжести сегодня отложили в связи с неявкой адвоката потерпевшей стороны. До 2 сентября. На следующем заседании планируют допросить свидетелей и потерпевших. Подсудимый на данный момент находится под подпиской о невыезде. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.